Nach kütlahay dekabrdes rayon din güne patan aga kartası nıfre ahalilerin fadla vilalay kebi gaz açıkının şad merekat elekanlar. Merekata municipalni rayon din rehber Nariman Abdulmutalibov ile avaz rayon din administrasiyadan tolluk çiri Махачкалада атануа Даксельхозстрой Гекоудин Трель Мехамед Юсупова, Хукуматин капитане и цигунарин управления начальник Руслан Исмаилова Штрака. Добрый день, дорогие земляки, уважаемые гости! Сегодня в нашем районе будет зажжен еще один факел. И разделить эту радость приехали гости из республики и района. Глава муниципального района Сулейман-Стальский район Нариман Шамсудинович Абдулмуталибов. Руководитель государственного казенного управления Республики Дагестан Даксельхозстрой Юсупов Магомед Майербекович. Начальник отдела управления капитального строительства при правительстве Республики Дагестан Исмаилов Руслан Исмаилович. Депутаты собрания депутатов сельского поселения, представители газового хозяйства, представители общественных организаций и средств массовой информации. Также уроженцы села Ашагакартас. Давайте поприветствуем их всех. Митинг по случаю пуска газа объявляется открытым. Слово предоставляется главе муниципального района Сулейман-Стальский район Нариману Шамсудиновичу Абдулмуталибову. Чазмухманарова Акня, Рустал Рахада. Уважаемые друзья, дорогие дети, уважаемые жители Ашага-Картас, сегодня важное знаменательное событие для нас, для жителей Сулейман-Стальского района. Это последнее село в этом поселении, которое газифицируется. Все села газифицированы. Это большой успех. Благодаря, естественно, руководству республики, правительству и всем подведомственным учреждениям. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность строителям, руководству Даксельхозстроя Магомеду Майербековичу, он здесь присутствует, за удобство населению этого поселения. Практически 60% домов уже подключены к газу. Это было предпоследнее село в районе, которое не газифицировано. У нас остается только одно село, Новомамрач, которое нуждается в газификации. Хочу обрадовать, пользуясь случаем, что и по этому селу принято решение, выделенные средства на составление проектной сметной документации. В следующем году и село Новомамрач будет полностью газифицировано. Поэтому в районе в следующем году все населенные пункты будут газифицированы. Остается вопрос до газификации, этим занимаются наши соответствующие отделы. Еще раз, уважаемые друзья, хочу выразить огромную благодарность строителям за качественную работу, всем, кто поддерживал, жителям этого населенного пункта, которые все время сопровождали и по-кунакски, по-доброму, по гостеприимству, как положено жителям Сулейман-Стальского района, относились к строителям, потому что это очень благое, доброе дело подать голубое топливо. Это удобство, это чистота, это экология, сохранится наш лес, который рядом. Конечно, проблемы и этого села, и других сел еще остаются. Проблемы водоснабжения, электрификации, дорожного хозяйства. Стараемся потихоньку, по мере возможности, решать и эти проблемы. И по школе определенная работа проведена. И хочу заверить, работы по улучшению благосостояния сельчан и на последующие годы, и в перспективе они будут проводиться. Недавно был у нас Сергей Алимович Меликов. Все вопросы, поставленные перед руководством республики, и наши предложения, они поняты, они поддержаны. И жители Сулейман-Стальского района ждут коренные изменения. В связи с этим и вас поздравляю, и всех жителей Сулейман-Стальского района. Пользуйтесь на здоровье, пусть будет побольше детишек у нас, пусть будет побольше таких добрых, хороших мероприятий. Спасибо всем.
Слово предоставляется руководителю государственного казенного учреждения Республики Дагестан ДАК «Сельхозстрой» Юсупову Магомеду Маирбековичу. Уважаемые жители села Ашыга-Картас, мне очень приятно в очередной раз присутствовать на таком мероприятии, когда мы что-то делаем полезное, особенно для жителей этих прекрасных, но в то же время труднодоступных и населенных пунктов, где есть определенные трудности с проживанием. Вся программа комплексного развития территории направлена именно на то, чтобы создавать более-менее комфортные условия, обеспечивать социальную и инженерную инфраструктуру в сельских территориях. И это, конечно, благодаря такой инициативе главы района, главы села, депутатского вашего корпуса. На самом деле, как здесь упоминалось, и глава республики очень пристальное внимание уделяет этому району, и все обещания, которые были даны, будут сдержаны. Опять-таки, подчеркиваю, это не без инициативы администрации района и тех меценатов, которые вкладываются в развитие вашего района. Это очень отрадно. И на самом деле, мне хочется, конечно, принести свои извинения, что за то, что этот объект так долго не сдавался. Еще в 2014 году я понимаю, что этот объект был начат. Потом были определенные трудности с финансированием. Но, слава богу, мы в 2019 году взяли за этот объект и завершили его в краткие сроки. А потом уже совместным усилием с газовой службой смогли обеспечить возможность подключения газа. Поэтому я желаю, чтобы в ваших домах всегда было тепло, чтобы ваши сердца, как говорится, тоже были теплыми. И вы продолжали обустраивать свое село, как здесь говорили, увеличивать потомство, которое будет развивать эти территории, и мы будем понимать, что наши труды были сделаны не зря. Вам всего самого наилучшего. Слово предоставляется начальнику отдела управления капитального строительства при правительстве Республики Дагестан Исмаилу Руслану Исмаиловичу. Добрый день, жители Ашыга-Картас. Еще раз от лица правительства, от управления, от района тоже хотелось бы вас всех поздравить. Это, насколько я знаю, для любого поселения газ – это большой праздник. Да? Тепла вам в доме, пользуйтесь. Всего вам самого наилучшего. Слово имеет депутат районного собрания Гаджимирзоев Назидин Гаджимирзоевич. Уважаемые односельчане, я так говорю, потому что в нашем поселении все зависит от этого. Сегодня последнее селение нашей администрации уже подключены к газу. Это большое событие, которое позволяет нам благоустроить наши дома, получить тепло и иметь высокие результаты по благоустройству. Я хочу здесь сказать большое, огромное спасибо руководству района и также руководству республики за такой труд, который возложили, и наконец-то мы все села газифицировали. Спасибо вам огромное, и пусть наши жители получают тепло и дальнейшие успехи. Спасибо. Слово предоставляется старожилу села Керимову Кериму Керимовичу. Уважаемые жители села Ашыга-Картас, дорогие гости, которые сегодня приехали к нам разделить с нами эту большую радость. Сегодня, 9 декабря 2021 года, надолго останется в памяти уроженцев селения Ашыга-Картас. Этого дня долго ждали. Уже, наконец, спустя 100 лет почти что, в это село пришел газ. Все жители, конечно, с большой благодарностью относятся к этому и желают всему. Все это происходило, конечно, не без помощи руководства села
и не без помощи главе Сулеймановского района, а также республики, главе республики и, конечно, главе России Владимира Владимировича Путина. Давно у нас не было такого мероприятия. Жители села с благодарностью помнят те дела, которые совершали здесь, в село, жителями села Ашер-Картас. Построили клуб в трудное время, 50-е годы. Там шла идеальная работа, концерты выдавали, строили. Конечно, идеология была сильная при советской власти в то время. Так дальше силами жителей села построили эту прекрасную школу. Только была мечеть, там как раз все занятия проводились на арабском языке. Конечно, и от села, так что там бывший председатель колхоза Рамазанов Казибек, говорят, что он тоже учился в той мечети. Дальше силами села также сделано большие работы. В трудное время, 20-е годы, оттуда из Перемблах, там как раз был родник, ключ, вот они в этих жестяных трубах гончарного изделия подводили воду, и там построили, значит, поставили кранчик, чтобы люди имели возможность питаться примерно, пить эту прекрасную, чистую, легкую воду без никаких солей, ничего. Так, конечно, и силами также жители села 2 года спустя, что ли, до сих пор, оттуда они специально вот скважины зарыли, потому что в прошлом году год был такой, очень было тепло, жара сильная была, непогода. И вот они верили скважины, не сами, конечно, вот этот бурильщики бурили, и почти во всех домах сейчас находится вода в кранах, и пользуются этой бытовой водой. Желательно, конечно, чтобы лаборатории там исследовали, анализировали, чтобы на пригодность проверить эту воду. Чуть-чуть, конечно, там осадки бывают. Так, помимо всего этого, не без помощи главы места Хабиба, так, сделана большая работа по заложению, значит, агрария в наших дорогах, строительство дорог. Дороги сейчас на дороге находятся в порядочной форме и очень хорошо пользоваться ими можно и все идет прекрасно. Так, дальше, что я хочу сказать. Так, потому что жители села испытывали, конечно, большие трудности тем, что они топили печь была печная была, значит, вот потопля печное, и дрова надо было привозить, заплатить за дорогу, это за дрова, большие суммы, или примерно рядом лес, которые находились, там сухие, собирали хворост всякий, значит, и топили свои дома. Еще можно сказать, интересно то, что жители села растили своих детей не для того, чтобы они где-то трудились, а потом после больними приехали в родное село. Сейчас почти что молодежь, процентов, можно сказать, 80-90, сейчас находится за пределами родного села. Почему? Потому что когда уже они строили свои дома, женились, значит, бракосочетались, и они должны были выехать, зарабатывать кусок хлеба, содержать свою семью. Вот. И только
спустя 18-20 лет, когда они находились то в Питере, то в Баку, сперва отходниками их называли, в Баку работали, так, теперь в Дальний Восток, Питер, Москва и в разных других городах работают эти люди. И притом, какие работы бывают для них, они сами тяжелые, сами остали. Вот. Работы, конечно, они выполняли. И не было условий таких, чтобы молодежь осталась в селе. Вот теперь, когда уже дорога есть, когда уже газифицировали село, теперь, когда уже все сделано для социальных условий создали, они могут приехать, вернуться в свои родные очаги. Так, вот, спасибо руководству района, спасибо руководству, значит, местной администрации главе, спасибо республиканскому руководству, еще это союзному значению федерации. Спасибо за внимание. Наступает торжественная минута зажжения факела по случаю пуска газа в селе Ашагакартас. Почетное право зажжения факела по случаю пуска газа предоставляется главе муниципального района Сулейман-Стальский район Нариману Шамсудиновичу Абдулмуталибову, руководителю ДАК сельхозстрой Юсупову Магомеду Маирбековичу, начальнику отдела управления капитального строительства при правительстве Республики Дагестан Исмаилову Руслану Исмаиловичу, председателю районного собрания Магомедханову Шдибегу Гаджимагомедовичу, старожилу села Керимову Керимовичу. Митинг объявляется закрытым. Газдин Чирак Ирайдалаги Вниз, районда Адет Ханвайвал Харин Мухмана, Сикте Газганвай Калин Ясуди, Вичин Калис Текликна. Покажите ему, как это делать. Вот так, да? Вот. Все, да. Сейчас я Да, да, ну ничего, потом не хочу. Гелика чимижеда. Смотри, какая манера. Смотри, какая Ну, Марья Маша, видишь как. Видишь как. По хозяйству. Газа так мало, что ли? Нет, газ хорошо наливаешь, вот так больше не надо. Гюринай райондин Махманар, Ле Нариман Абдул Муталибов Аваз, Винис Алдал Исигиз Гле Авай, Мини Футболдин Майдандал, Сардар Худда Кушказмаяр, Вадаводин, Цин Хамбархана Исигзавай Чкадал, Ва Эхирдани,
Агастал Хазмайрин, школа один, Эцигун Раушана. В этом стоят на первом костяшку ждем. Да. Работу я делаю. Это каких корпусов? Это полностью третий этаж и первый этаж. Ну, вот этих двух. Или Везде. да. Весь третий этаж. По плану, когда заканчивается, собираетесь? Ну, до конца я говорю, на третьем этаже гипсокартонные работы закончу. Так. Штукатурку, шпаклевку там уже закончили, финишную тоже, на третьем этаже. Первый этаж тоже полностью закончил, финишный. Ну вот это пол мы ждем, пол пока стяжку не сделаем до конца. А когда вы сейчас стяжку делаете? Я даже не. Магомед делает сам. Они сначала вот это сантехнические работы они должны Вы делать. начали вообще? Начали, делают. Где? В какой области? По всему делают, трубы продуваешь, эти делают на отопление. Завершенные что-нибудь есть внутри отделочной работы? Здесь. Третий этаж полностью финишный сделан. Поднимемся сейчас. посмотрим. Покажите. Здесь так высоко, а с той стороны получилось небольшой подъем. И вот так выходим. Смотрите.